Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лена Насырова. И вначале коротко о главном. Развитие северного приграничья. Новое оборудование, очень много кабинетов, светлое. Для детей есть чем занять, не просто сидеть в очереди. В Янауле открылась новая детская поликлиника. На очереди еще ряд объектов в других уголках республики. Сегодня мы сделали в Янауле. В начале февраля у нас Учелы, у нас еще Бакалах, у нас еще в Делиловском районе. Гибкие сроки службы и удаленная работа. Вот этот правый стик отвечает: делаешь вперед, дрон делает так. Делаешь назад, дрон летит назад. В Башкортостане продолжается набор добровольцев в беспилотные войска. О подготовке воздушных охотников и универсальности профессии, которая востребована и на гражданке. Имея опыт и навыки применения боевых дронов в зоне специальной военной операции, ему в будущем это пригодится, потому что все-таки технологический прорыв у нас не стоит на месте. Развитие искусственного интеллекта, социальная поддержка и улучшение качества жизни. Вот только часть тем, которые могут быть озвучены в послании главы региона к Государственному собранию. Что ждут эксперты от ключевого политического события года? Хотелось бы, чтобы регион обратил внимание на те возможности, которые IT предоставляет как бизнесу, так и государству. Профессионалы на все руки. Мы получаем надпрофильные профессии, такие как токарь, фрезеровщик и так далее. И мы проходим практику уже на настоящих основных местах рабочих, потому что можем заключить договоры с предприятиями. Как власти региона планируют развивать образование в колледжах региона и что изменится для выпускников, которые решат продолжить обучение в вузах? Обращаю внимание поступающих, что в этом году нужно будет проверять, в каком вузе какие специальности учитываются при поступлении. Может быть, какое-то есть исключение. На неделе глава Башкортостана анонсировала одно из ключевых политических событий года. 30 января Ради Хабиров обратится с ежегодным посланием к Государственному собранию. Эксперты уже вовсю обсуждают возможные темы, которые будут озвучены. К слову, об одной из них уже намекнул сам руководитель региона. В тексте будет уделено внимание искусственному интеллекту и развитию нейросетей. Специалисты отмечают, что в регионе уже существует эффективная система мер поддержки IT-специалистов. Они ожидают очередного импульса для научно-технического развития. Хотелось бы, чтобы регион обратил внимание на те возможности IT, которые IT предоставляет как бизнесу, так и государству. Потенциал у технологий очень большой, и я надеюсь, что об этом Ради Фаридович тоже упомянет в своем послании. Я считаю, что это элемент такой значимой экономики сейчас уже стал. Ежегодное послание Госсобранию сфокусируется на основных векторах развития республики – социальной политики, экономики, улучшения качества жизни населения. И, конечно, эксперты ждут, что большое внимание Ради Хабиров уделит теме поддержки участников спецоперации, членов их семей. Действует 54 меры поддержки. Вдвое увеличены средства, которые реализуют эти меры поддержки. Каждый месяц отправляются гуманитарные конвои. Наша республика, начиная от каждого муниципалитета, от каждого сельского поселения до каждого города, помогает нашим ребятам, нашим семьям. И я уверена, что мы не только оставим на таком же уровне нашу поддержку, но и будем только усиливать. В этом году в Башкортостане ожидается открытие сразу нескольких поликлиник в разных районах региона. Новое медучреждение для детей уже заработало в Янауле. Оно будет обслуживать более 9 тысяч человек. С его работой ознакомился Ради Хабиров, который также посетил и другие объекты. Об итогах работы поездки и в самый северный город Башкортостан расскажет Артур Шамсудинов. Это как он называется? Лоркомбайн. Все, вы на нем уже работаете, да?
начнем работать. Но прошли обучение или что? Обучение мы проходили, да? Такие условия есть далеко не в каждой столичной поликлинике. Именно поэтому главврач называет учреждение настоящим центром детского здоровья. Помимо стандартных смотровых кабинетов, лечебные и диагностические с самым современным оборудованием. Вот, например, галокамера, то есть соляная пещера. Для детишек с бронхолегочной патологией это вообще спасение. Особенно в восстановительном периоде, когда они восстанавливаются после всяких этих ОРЗ. А еще для удобства родителей и маленьких пациентов организовали игровую зону, чтобы было чем заняться, пока ждешь прием. Мы очень рады, что открыли новое оборудование, очень много кабинетов, светлое. Для детей есть чем занять, не просто сидеть в очереди. Небо и земля, если сравнивать со старой поликлиникой, которая размещалась в приспособленном помещении многоквартирного дома. В старом здании был всего один этаж, не хватало кабинетов. В новом здании у каждого врача свой, что удобно как для пациентов, так и для медиков, поскольку не нужно каждый раз менять рабочее место. А еще над каждым висят вот такие электронные таблички, поэтому сразу становится понятно, занят кабинет или свободен. В поликлинике работают 20 врачей и почти полсотни специалистов среднего звена. Новые комфортные условия, уверено руководство, помогут привлечь и молодые кадры. Эльвина Зайдулина полгода как окончила БГМУ и пока менять место работы не собирается. Для меня лучше маленький город. Я привыкла как-то так. Шумный город мне не подошел. Пожила 6 лет. Благодаря моим коллегам я быстро адаптировалась к работе. Двухэтажный корпус детской поликлиники построили по президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке федерального центра в Башкортостане возводят еще несколько медучреждений. Одно из таких в Аскинском районе открыли в канун Нового года. Остальные распахнут двери в ближайшее время. В начале февраля у нас Учелы, у нас еще Бакалах, у нас еще в Абдилиловском районе. Самое главное, куда человек приходит, он не в больницу приходит, он в поликлинику, ФАП и врачебную амбулаторию приходит. И очень важно вот эту задачу решать. Но у нас еще, вы знаете, мы в Уфе начали тоже наводить порядок в поликлиниках уфимских. Там тоже много чего нужно делать. Вот сегодня в Янауле открыли. После масштабной модернизации в Янауле заработала и детская школа искусств. Ее отремонтировали 2 года назад вслед за обращением жителей на прямую линию главы Башкортостана. В учреждении обучают изобразительному искусству, хореографии, игре на народных инструментах и фортепиано. Эта талантливая девушка сколько лет уже учится? Сколько лет? 8 лет учусь. 8 лет? Да. А потом куда вы пойдете? Медицинский. Ну, тоже правильно. Агитируем, чтобы шла в музыканты, очень талантливая девочка. Ну, тут уж она сама пусть решает. Да. Помимо самих помещений, строители обновили коммуникации. Было закуплено новое оборудование. В старом здании были деревянные полы, было все старое, в новом все новое. Светло. Тепло, теплее. В старом было холодно. Я начинал здесь работу в 1988 году при открытии художественного отделения в музыкальной школе. Все преподаватели художественного отделения сейчас мои выпускники. Вот такое условие, в общем-то, создает очень приятные условия для работы. Глава Башкортостана пожелал ученикам и преподавателям успехов и новых творческих достижений, а также анонсировал строительство еще одного учреждения культуры на северо-востоке республики. Такое достаточно уже долгое время мы ждем финансирования. Сейчас, слава богу, решили. Мы начнем строить в Кигах, центр школы искусств, потому что там, очень маленькая, помните, мы там еще были. Дай бог, в этом году начнем строить. Янаул называют северными воротами республики. Власти последовательно развивают инфраструктуру приграничного города. Муниципалитет дважды побеждал во всероссийском конкурсе благоустройства. Сейчас планируют преобразить северную часть населенного пункта, объединив ее с южной в концепции бесконечной восьмерки. Центром станет железнодорожный вокзал и новый пешеходный мост, которые уже давно стали сердцем прогресса самого северного города Башкортостана. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Иван Шабрин. Итоги недели. Янаул. Гибкие сроки службы и повышенный уровень безопасности, учитывая, что воевать придется вдали от линии боевого соприкосновения. В Башкортостане продолжается набор добровольцев в беспилотные войска. В стране нужны не только операторы БПЛА, но и те люди, которые будут обслуживать высокотехнологичные дроны.
Для желающих подписать контракты и пополнить ряды новых воинских подразделений в Уфе организовано обучение. О перспективах профессии, которая востребована не только в военной сфере, но и в гражданской, расскажет Руслан Батыргариев. Вот этот правый стик отвечает: делаешь вперед, дрон делает так. Делаешь назад, дрон летит назад. Увлечение компьютерными играми или геймерский опыт здесь рассматриваются не как минус, а наоборот преимущество. А если есть еще навыки управления авиамоделями или гражданскими дронами, такому специалисту отдадут предпочтение в первую очередь. Но даже если у претендента нет специальных навыков, но есть потенциал, его готовы обучить. Недавно увидел по новостям то, что вот новый вид войск, и решил сходить узнать как раз вот в городе Уфа. Дмитрий обратился в Центр «Защитник», расположенный на базе санатория Черемушки. После подписания контракта здесь кандидаты отправляются на обучение. Программа включает пилотирование всех типов дронов, настройку, прошивку и сложный ремонт оборудования, инженерную подготовку и работу с боеприпасами. Обучение будет долгое. Нам все подробно объяснят, все покажут, расскажут. Сначала, скорее всего, мы будем это все проходить на компьютере. В любом случае этому научат. По итогам обучения выдается официальное свидетельство о получении военно-учетной специальности. Но не только операторы БПЛА нужны новым воинским подразделениям. Также требуются специалисты, которые будут обслуживать беспилотники и писать программы. В новых родах войск требуются техники, также те, кто будет вообще в целом ремонтировать, те, кто будет просто писать, допустим, программы, ну и, конечно, те, кто будет это все запускать. На сегодняшний день у нас есть ряд требований. Это, конечно же, преимущество, если рассматривать по возрастам от 18 до 35 лет, это у нас операторы дронов, как я сказал. До 45 лет это те, которые на техническую часть, то есть обеспечение. Набор в беспилотные войска ведется с октября 2025 года. Контракт заключается на 1 год с возможностью увольнения в запас по истечении этого срока. Документом отдельно закреплено, что военнослужащего не могут перевести без его добровольного согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в иной вид войск. Предусмотрены специальные условия для обучающихся в вузах. Служба в беспилотных войсках, говорят представители Центра «Защитник», открывает в будущем новые возможности. В дальнейшем он может уйти уже в гражданскую сферу и устроить в какую-то гражданскую сферу, имея опыт и навыки применения боевых дронов, в зоне специальной военной операции. Ему в будущем это пригодится, потому что все-таки технологический прорыв у нас не стоит на месте. Как могут быть применены дроны в гражданской сфере, хорошо знают в Уфимском колледже радиоэлектроники. В учебном заведении как раз готовят будущих специалистов по эксплуатации дронов. Студенты получают навыки работы со всеми видами БПЛА, которые применяются в транспортной, сельскохозяйственной, промышленной, военной и других отраслях промышленности. Вообще наша компетенция имеет очень множество всяких задач разнообразных. Мы изучаем материалы, из которых созданы БПЛА. Мы изучаем схемотехнику, электроникой занимаемся полностью. Изучаем аэродинамику, воздушное законодательство. Студенты 3-х курсов сами проектируют беспилотные системы, которые затем и собирают. Сейчас в обучении активно применяют искусственный интеллект. Дроны учат обходить препятствия и анализировать маршруты. Обучаем детей тому, как правильно их использовать. Не просто, получается, задавать вопросы и получать готовый ответ, а использовать их как вспомогательный инструмент для разработки чего-либо. Развитие беспилотных систем – одна из приоритетных задач для государства. Конечно, первоочередная цель применения дронов на сегодняшний день – это помощь военнослужащим в зоне СВО. Ведь в современных условиях большинство боевых задач решается именно с помощью БПЛА. Успех на передовой зависит не столько от силы мышц, сколько от смекалки и мастерства управления высокотехнологичной техникой. Руслан Батыргариев, Артур Шамсуддинов и Булат Садриев. Итоги недели. Страшнее пламени только рост происшествий и их последствия. В Башкортостане отмечается рост количества пожаров. За неполный январь зафиксировано уже свыше 270 случаев. Это на несколько десятков больше, чем за тот же период прошлого года. Люди остаются без крова, есть погибшие. И главной причиной трагедии, как сообщают МЧС, становится человеческая беспечность. О ее последствиях и расскажет наш корреспондент Алия Альтубаева. Более-менее ходишь, уже двигаешься? Да. Стараюсь передвигаться. Схожу. Кулачок сожми. На себя немножко только так сделай.
Молодец, немножко еще болит, да, там ранка? 10 дней пребывания в реанимации и больше 20 в самом ожоговом центре. Сейчас Айрат Батыров самостоятельно встает с больничной койки и учится заново передвигаться. Конечно, не без помощи близких. Рядом с мужчиной круглосуточно дежурит супруга. Состояние было тяжелое. Был весь в ожогах. Толком ничего не помню. Потому что был в шоковом состоянии. Будучи в шоковом состоянии, мужчина успел закрыть баню, чтобы пламя не перекинулось дальше, одеться и даже отогнать машину. В 4 часу утра братьев доставили в больницу. Обширные ожоги на площади 80%, как первой, второй, так и третьей степени. Пациент поступал в крайне тяжелом состоянии, в связи с чем был госпитализирован в отделении реанимации. Там к этому всему еще добавилась ингаляционная травма. У пациента был ожог верхних дыхательных путей. То есть госпитализировали в отделении реанимации и сразу начали интенсивную терапию. На данный момент, если говорить, по большей площади уже все зажило. У нас небольшие остаточные раны остались. И через несколько дней планируем выписку уже. Стараюсь ходить, учиться заново ходить. Но самое главное – это техника безопасности. Не суетиться, потому что это произошло в новогодней суете. Оставили баллончик, забыли убрать. Прежде всего, внимательность. За неполный январь в Башкортостане произошло свыше 270 пожаров, в которых погибли 11 человек. Жертв почти в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. У взрослых это ожоги пламенем и контактные ожоги. И часть из этих ожогов тяжелых получены в алкогольном опьянении. Основными причинами остаются неосторожное обращение с огнем, неисправность печей, дымоходов и электропроводки. Короткое замыкание, вероятно, и стало причиной сгоревшего практически дотла дома в Иглинском районе. Вот отсюда прыгали, вот сюда. Оттуда нас спасали, забор сломали, погнули и спасли. Деревянный дом вспыхнул, как спичка, вспоминает хозяйка, многодетная мама Регина Юмусултанова. Семья праздновала день рождения старшего сына. В помещении было 8 человек. Автомат щелкнул, свет погас. Папа подошел к щитку, начал обратно восстанавливать, чтобы свет было. Вдруг напряжение, там что-нибудь такое. Вот током ударило, он отлетел, открывает дверь, огонь. В окне уже огонь был виден. Пламя так быстро охватило входную группу, что спасаться пришлось через окно. Первую спустил девушку, потом закидывал паспорта ей, она это все передавала в баню. Там подошел дяденька, там взломал ворота, их снял. К нам зашел, забрал детей, я их вот так спустил всех. И маму тоже. Всех мы отсюда всех вынули. Я сам уже выпрыгнул, считай. И все же без жертв не обошлось. Из горящего дома не успела выбраться кошка. После огня имущества не осталось. Само жилье восстановлению уже не подлежит. Трагедией едва не закончился и пожар в селе Чалмалы Шаранского района. Огонь вспыхнул в одной из комнат одноэтажного общежития, в котором также жили несколько семей. У соседа начался пожар. У меня супруг взломал ему дверь, вытащил его. Мы вызвали скорую, пожарных, соседей. Он был без сознания, хрипел. Его на снег положили, в чувство не смогли привести, на скорую его увезли. Статистика по республике пока не утешает. В Башкортостане ежедневно происходят пожары, особенно в морозы, когда вместе с нагрузкой на сеть возрастают и риски. Главное управление МЧС России по республике Башкортостан функционирует в режиме повышенной готовности. Специалисты ведут непрерывный мониторинг обстановки для принятия своевременных мер. В готовности находятся пункты временного размещения и пункты обогрева, которые при необходимости будут развернуты для оказания помощи. Спецслужбы просят быть предельно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Не перегружать электросети, выключать обогреватели и другие приборы перед сном и выходя из дома. А еще не оставлять авто на проезжей части и не перекрывать проезды во дворах. От этого зависит, как быстро помощь доберется до тех, кто в ней остро нуждается. Алия Эльтубаева, Артур Шамсуддинов, Гузель Бурханова, Ринат Кашапов, Артур Ханов и Альфина Андреева. Итоги недели.
25 января – День российского студенчества. Впору поговорить о возможностях, которые стоят перед героями праздника. На неделе, в частности, говорили о системе воспитательной работы в колледжах Башкортостана в рамках Республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Члены правительства и директора учебных заведений собрались на базе Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, который в этом году отмечает 65-летний юбилей. Участие в федеральном проекте «Профессионалитет» позволило полностью обновить внешний вид и учебные кабинеты. А студенты, кроме получения теоретических знаний, прямо на занятиях погружаются в свою будущую профессию. Мой коллега Азат Садреев увидел, как это работает. Полина Казакова закончила Салаватский колледж образования и профессиональных технологий в прошлом году, но прощаться не стала. Вернулась обратно уже в качестве преподавателя. Говорит, даже в ее студенческое время здесь было интересно учиться. Теперь же у молодежи появилось еще больше возможностей для самореализации. Стало очень интересно обучаться. Студенты могут попробовать себя в различных зонах, быть даже поваром, быть экскурсоводом, например, пойти в поход, попробовать скалолазание. Здесь проходит обучение в рамках специальности туризма и гостеприимства. По такому модулю, как сопровождение туристов на маршруте, студенты обучаются преодолению сложного горного рельефа. Он как раз представлен за моей спиной. Это имитация скального рельефа. Также навесная переправа – это преодоление каких-то препятствий на своем пути. Салаватский колледж образования и профессиональных технологий не случайно стал местом проведения Республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Учебное заведение готовится отметить свой 65-летний юбилей. Подарок круглой дате для студентов и преподавателей – участие в федеральном проекте «Профессионалитет». В его рамках в прошлом году на комплексный капитальный ремонт, а также закупку самого современного оборудования для мастерских колледж получил порядка 250 миллионов рублей. Работодатели нам предъявляют такие требования, чтобы наши выпускники были готовы полностью к работе, не надо было их переучивать. И вот мы в результате этого проекта оборудование закупили по 13 специальностям, по 13 направлениям. Эти зоны представляют собой реальные рабочие места, в каких будут наши студенты работать. Это мини-ресторан, мини-гостиница и так далее. Это не кафе, а настоящий учебный класс. Здесь будущие рестораторы осваивают азы своей профессии. Учатся встречать гостей, бронировать и сервировать столы, обслуживать клиентов. Отдельная зона выделена под приготовление напитков. В заседании Республиканского совета приняли участие члены регионального правительства, директора республиканских колледжей, работодатели. В режиме видеоконференции к форуму присоединилась председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Было отмечено, что более 60% выпускников 9 классов выбирают среднее профессиональное образование. Начал учиться на программиста, потому что мне нравится это дело. Я обучаюсь самоучкой с 8 лет. Программист – это очень востребованная специальность, потому что программисты работают везде, где можно, создают сервисы, создают приложения, которые пользуется каждый человек. Программист будет востребован очень долго, потому что сейчас мир информации. С 2022 года из бюджета республики выделено 1,3 миллиарда рублей на комплексный капитальный ремонт техникумов, благодаря чему отремонтировано 29 образовательных учреждений, создано 4 филиала медицинских колледжей. Помимо подготовки профессионалов, преподаватели уделяют особое внимание и воспитательной работе. Сегодня работодатели заинтересованы не только в профессиональном работнике. Им важно, чтобы сотрудник также обладал такими личными качествами, как коммуникабельность, мобильность, ответственность и умение работать в команде. Формирование этих гибких навыков – зона ответственности воспитательной работы. И среднее профессиональное образование – это подготовка нашей молодежи к взрослой жизни. С 2022 года Башкортостан участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». В регионах он отвечает поставленной президентом России стратегической задаче по подготовке к 2028 году миллиона востребованных специалистов рабочих профессий. В настоящее время в республике создано и действует 19 кластеров. В 2026 году планируется открыть еще 10 кластеров СПО, что выведет регион в число лидеров по их количеству. В 2025 году 7 колледжей вошли в кластер профессионалитета Российской Федерации. И на сегодняшний день Республика Башкортостан лидер. Всего с учетом 2026 года 27 колледжей республики уже открыли двери своего профессионалитета. Да? Но, естественно, обновляется не только инфраструктура, но и содержание, обновляются программы.
Педагоги проходят обучение на федеральных площадках, стажировки у ведущих своих предприятий. Но самое главное, то, что сейчас колледжи работают в тесной связке именно со своими партнерами, которые вместе с ними входят в кластеры. В этом году Башкортостан также стал участником нового проекта «Агропрофессионалитет», по которому 2 колледжа из Альшеевского и Баймакского районов получат крупные федеральные гранты. Благодаря инициативам главы республики в регионе также появилась и своя собственная программа развития среднего профессионального образования, что позволило удвоить положительный эффект. Студенты не только получают качественное образование, но и трудоустраиваются сразу после получения диплома. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. С этого года выпускников колледжей ждут новые правила при поступлении в университеты. Главное изменение – право не сдавать ЕГЭ теперь будет действовать только при выборе схожей специальности. Цель этих изменений – помочь молодым людям раньше определиться с профессией и повысить качество высшего образования. Об этой и других новшествах приемной кампании этого года расскажет Динара Таймасханова. Студент медицинского колледжа Ильмир Емилов уже решил продолжить путь в медицине. Хочет развиваться в этом направлении и в будущем вплотную заняться изучением онкологии. Для поступления в вуз ему нужно будет сдать только внутренние экзамены. Я поступил на курсы скорой медицинской помощи, готовлюсь. В ходе этих курсов я получаю знания, готовлюсь морально и физически. И я буду поступать с целевым. Буду брать целевое. После окончания нашего университета я поеду работать в район. В семье Дамира Камалетдинова все врачи, а он выбрал техническую специальность. Новые правила ему тоже на руку. После колледжа он планирует поступить в Уфимский университет науки и технологий. И если выберет смежную специальность, то теперь также сможет сдавать внутренний экзамен. Раньше же обязательным был ЕГЭ. В институте очень хорошие возможности, потому что можем заключить договоры с предприятиями уже, и мы проходим практику уже на настоящих основных местах рабочих и получаем дополнительно, помимо своей основной профессии, мы получаем надпрофильные профессии, такие как токарь, фрезеровщик и так далее. Эксперты предупреждают, выпускникам СПО стоит заранее уточнять в приемных комиссиях соответствие программ. Если профиль другой, заявление на ЕГЭ нужно успеть подать до 1 февраля. Вузам дано право устанавливать перечень специальностей самостоятельно, поэтому здесь обращаю внимание поступающих, что в этом году нужно будет проверять, в каком вузе какие специальности учитываются при поступлении, может быть, какое-то есть исключение, поэтому это нужно заранее уже озадачиться и позвонить в приемную комиссию, сходить на дни открытых дверей. Это не единственное новшество. Изменения коснулись и целевого приема. Квоты теперь будут привязаны к конкретным компаниям-заказчикам. Те, кто поступает на целевые места, в этом году каждое целевое место будет детализировано. Это означает, что каждое место будет закреплено за какой-либо организацией. И это все будет размещено на портале «Работа в России». Где-то в середине июня можно будет ознакомиться этими организациями и сколько целевых мест в каждом учебном заведении. Еще одно нововведение: россияне, сдававшие экзамены в Беларуси, смогут использовать их результаты при поступлении в российские вузы. Полностью меняется и система подачи документов. С 2026 года заявление можно будет направить только через портал госуслуги, лично в вузе или почтой. Нельзя сдавать и подавать документы через сайты вузов. Подавать документы можно поступая онлайн, это сервис в госуслугах, можно почтой России заказанным письмом, или же лично прийти в приемную комиссию вуза. Если студент решит кардинально сменить профиль, его ждет двойная нагрузка – подготовка диплома и к ЕГЭ одновременно. Зато продолжение образования по родственной специальности позволит стать более квалифицированным специалистом, а вузам доучивать уже подготовленных абитуриентов. Динара Таймасханова. Итоги недели. Как сделать работу чиновников эффективнее и ближе к людям? Об этом говорили на втором республиканском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «Госстарт Башкортостан». Площадкой стал парк «Патриот», где собрались молодые чиновники со всех муниципалитетов региона, представляя разные органы власти. Мастер-класс для них дал и Ради Хабиров, рассказав о личном опыте работы. Общение с главой региона прошло в формате диалога. Обо всем подробнее в следующем материале.
До этого я стажировался в правительстве Москвы в Главном контрольном управлении. Такой опыт специалист Госкомитета Республики по тарифам Даниил Ежов получил после окончания вуза. И знания теперь применяет в родном регионе. А на форум «Госстарт» приехал за новой полезной информацией. Госслужащие – это ответственность. Я бы хотел стать хорошим специалистом в своей деятельности, чтобы сейчас я бы мог новым людям, которые придут, тоже помогать, как мне сейчас помогают мои коллеги. А вот специалист администрации Уфимского района Анастасия Макеева учебу пока совмещает с работой. На ней организация молодежных, спортивных мероприятий и работа с обращениями граждан. Форум для девушки – источник вдохновения. Достаточно много новых полезных знакомств, новой информации. Безусловно, приятно увидеть первых лиц республики лично, услышать их истории успехов, вдохновиться и мотивироваться на дальнейшую работу на благо нашей большой республики. Форум собрал несколько сотен управленцев со всей республики, чтобы получить информацию от наиболее маститых госслужащих региона, министров и руководителей учреждений. Финальный день стал самым важным – прямой и открытый разговор с главой Башкортостана. В первую очередь Ради Хабиров поблагодарил молодых государственных и муниципальных служащих за важный и ответственный труд. Когда твоя страна воюет, у каждого тут свой выбор возникает. Он воюет вместе с ней за будущее своей страны, или отстраняется. Кто-то убежал, кто-то просто отстранился, кто-то индифферентен и так далее. Вот вы здесь сидящие воюете вместе с нами, с кругом людей, вы воюете за нашу страну. Ради Хабиров поделился с молодыми госслужащими своим опытом. Наставничество играет большую роль в становлении специалиста, а учиться нужно всегда. Эффективность власти в конкретных делах для жителей городов и сел. Важно, чтобы чиновник любого ранга в качестве основополагающей задачи ставил служение людям и своей стране. Поэтому к тем, кто постоянно меняет место работы, Ради Хабиров относится настороженно. Когда ты идешь по одной направленной деятельности, ты накапливаешь багаж. Во-первых, тебя начинают знать. Во-вторых, ты приобретаешь, даже если ты самый ленивый и не самый шустрый в каких-то компетенциях, ты все равно приобретаешь багаж, и опыт, который бесценен просто. Третье. Ты начинаешь в себя верить, ты начинаешь осознавать свою силу. Это поэтому тоже мотивация. Под руководством главы республики ведется последовательная работа по обновлению и укреплению кадрового потенциала госслужащих. Особое внимание уделяется молодым специалистам и участникам СВО. Как не раз отмечал Ради Хабиров, именно работа на земле формирует доверие к власти и позволяет оперативно реагировать на запросы граждан. На самом деле муниципальная служба – это призвание. Хочется делать только хорошее, только добро для людей. Я знаю, что пришел сюда на эту службу для того, чтобы помогать. Башкортостан занимает лидирующие позиции по ключевым социально-экономическим направлениям, развивая экономику, высокотехнологичные отрасли, креативные индустрии, образование, культуру и спорт. И, конечно, республика последовательно инвестирует в молодежь. Возраст участников форума до 35 лет. Мне 29 лет, работаю в администрации Глебиевского района. Смогли пообщаться со многими районами, со структурными подразделениями региональных органов власти, обменялись контактами. Я думаю, что мы в дальнейшем будем общаться и обмениваться опытом. Очень активно видим участие региона, участие Республики Башкортостан в наших проектах, участие в Госстар-диалогах, в стажировках. И сейчас тоже очень радостно видеть молодежь, заряженную, активную, уже видно, что сдружившуюся. Приглашенным гостем мероприятия стал зампредседателя Госдумы России Александр Бабаков, который высоко оценил вклад Башкортостана в социально-экономическое развитие страны. Во-первых, вы живете в прекрасной республике, поэтому вам повезло. Но вам повезло также и с главой, потому что он не только способствует тому, что республика сегодня в лидерах по многим показателям. Это не просто сегодня самому и мобилизоваться, и других мобилизовать на те вопросы, которые вам приходится в ежедневном режиме решать. Формат диалога без галстуков участникам явно приглянулся, поэтому Ради Хабиров предложил проводить подобные встречи на зональном уровне в муниципалитетах, приглашая в качестве спикеров руководителей ведомств и членов правительства. Эмиль Басарев, Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов и Рустем Галямов. Итоги недели.
Борьба с коррупцией в России приобрела характер национальной задачи, а ее значение резко возросло в период специальной военной операции. Меры по борьбе с данным видом правонарушений все активнее и системнее. Об этом заявили эксперты на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня», где был представлен доклад Центра политической информации на тему состояния коррупции и антикоррупционная активность в субъектах России в условиях СВО. По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, в докладе сделан акцент на региональных моделях борьбы с коррупцией и эффективной работе правоохранительных органов совместно с местными властями. В частности, отмечены подходы и в Башкортостане, который занимает 11-е место в антикоррупционном рейтинге субъектов России в период спецоперации. Это говорит об эффективности борьбы региональных и федеральных властей с этим явлением в регионе. Эксперты также отмечают, что в 2024 году значимое количество коррупционных преступлений было зарегистрировано там, где фиксируется наивысший уровень деловой активности. Коррупция воспринимается сейчас как одна из ключевых проблем. Президент об этом неоднократно говорит на разных коллегиях, на расширенных, на регулярных коллегиях. Мы выявили такую корреляцию. Там, где выше деловая активность, там, к сожалению, начинаются некоторые пики коррупционной активности. Лидеры Краснодарский край, Москва, естественно, Татарстан, Башкортостан, Ростовская область. Есть такая категория, как национальные республики, которые одни из, наверное, из наиболее сложных для анализа. Почему? Потому что по понятным причинам сталкивается очень большое число интересов в этих образованиях. Вот, например, такие субъекты, как Татарстан в рейтинге это 5-6 место, Башкортостан 11 место, Якутия 7 место. И другие, как я уже сказал, относятся к политически сложным регионам, в которых пересекаются как федеральные, так и региональные интересы, что неизбежно формирует сложную систему отношений между властью и бизнесом, которые часто считаются коррупционно-генными. В таких регионах, в частности, в Башкортостане, я для себя определил, отмечается активная внутриэлитная борьба, которая, в свою очередь, ведет к таким явлениям, как борьба компроматов. То есть ты выявил у меня признаки коррупциогенности, а я на тебя наберу некий компромат, который пусть не подтвержден какими-то делами, но он в прессе засветится, а дальше посмотрим. Тем не менее, в этой связи главы национальных республик на сегодняшний день уделяют внимание развитию коррупционной ситуации в регионе, следят за тем, чтобы злоупотреблений было как можно меньше. И чистка рядов идет перманентно. Как отметил федеральный эксперт, повышенное внимание региональных властей к вопросу профилактики коррупции, а также высокое число выявленных преступлений и открытость информации о коррупции свидетельствуют о достаточно высоком уровне противодействия коррупционным преступлениям как на федеральном, так и на региональном уровне. И роль главсубъекта в борьбе с коррупцией имеет важное значение. Очень многое зависит от глав регионов. Есть глава, который занимается этим. В регионе отлаживается этот механизм системной борьбы с коррупцией. Глава не занимается этим, к сожалению, нет. Есть очень хороший Сергей Семенович Собянин, мы лично с ним обсуждали эту проблему когда-то, лет 10 назад, и там полное понимание того, что происходит. Есть Ради Хабиров, тоже неоднократно упоминали этот регион, который тоже очень внимательно к этому относится. В исследовании отмечается, что коррупция в Башкирии присутствует не только среди региональных чиновников, но и также в сфере госпредприятий, правоохранительных органов, федеральных гражданских служащих в регионе. Соответственно, криминогенным фактором выступает не какая-то конкретная среда в системе управления регионом. Коррупционные риски характерны для различных сфер, и соблазну обогатиться незаконным путем могут подвергнуться люди самого разного уровня. В целом можно констатировать, что подобная ситуация характерна для всей территории России и во многом связана с человеческим фактором. В целом эксперты отмечают повышенное внимание региональных властей Башкортостана к вопросу противодействия коррупции. В
В частности, необходимость системной и бескомпромиссной борьбы с коррупцией в регионе в 2023 году декларировал глава республики Ради Хабиров. Эксперты, в свою очередь, отмечают последовательность антикоррупционной деятельности. Позиция руководства Башкортостана выражается в оперативном освобождении от занимаемых должностей лиц, по которым имеются подтвержденные факты проявления коррупции. Совершенствование нормативно-правовой базы по противодействию данного вида правонарушений. Такой была неделя. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь, оставайтесь на телеканале БСТ.